Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. Гость в нашей студии сегодня командир огневого взвода минометной батареи батальона имени Тагира Кусимова, полка Башкортостан, позывной «Онегин». Приветствуем вас. Добрый день. Вы находитесь сейчас в краткосрочном отпуске. Вот скажите, как только, так сказать, заехали в зону специальной военной операции, вот что вам больше всего не хватало? Больше всего не хватало, к еде местной я очень долго привыкал. И вот эта вот спешка военная, тоже успел от нее отвыкнуть. Но не хватало спокойствия, можно сказать, по большому счету. Ну вот долго привыкали, например, к тем же самым сухпаям? Да сухпая нет, нормально. Я про другое немного имею в виду. Там сладкого очень мало, вот пришлось от сладкого отвыкать очень быстро. Ну, конечно. А так, да. Но только если в сухпайке это офицерская шоколадка. Да, это он горький. Горький, да. Ну а сейчас вот вы находитесь в отпуске. Почему больше всего скучали, когда там были, в зоне СВО? Больше всего, по родным и близким, разумеется, по семье. В первую очередь. А так больше особо-то и нету. Но самое главное – семья. У вас позывной «Онегин». Да. Почему такой позывной? Любите Пушкина или как? Да, можно сказать. Серьезно, из-за Именно этого? поэтому, да. Какое у вас самое любимое произведение вы любите читать? У Пушкина мне очень нравится, как раз-таки Евгений Онегин, если честно. Да. Понятно. Ну это еще со школьных времен, видимо, да, у вас? А вот вы командир огневого взвода, да? Да. То есть это офицерская должность, да? До этого я был ефрейтором, получается, старший наводчик у нас же в батарее. Угу. Вот, то есть ефрейтором. Сейчас вы уже офицер. Да. Хоть и, так сказать, не совсем большой промежуток времени прошел, но все же, вот опыта у вас не было. Вот каково это было, вот все начинать с нуля? У нас 3 месяца подготовки было, где нам все подробно объяснили. Там в том числе приезжали товарищи, которые уже вот с войны. У них контракт закончился, и они как инструктора уже приезжали и обучали нас всему, рассказывали обо всем. Ну, то есть вам 3 месяцев достаточно было, чтобы обучиться? Да. Ну, вот вы являетесь командиром огневого взвода. Каково это чувствовать ответственность за жизнь других людей? Вот этот вот груз, он давит или уже привыкли? Первое время, да, очень сильно волновался, а теперь подпривык уже. Скажите, а вы помните вот вашу первую, так сказать, огневую задачу в зоне специальной военной операции? Да, просто миномет выставили и все, и отработали. Пришла наводка от коллег? Да, пришла наводка от старшего начальника, мы, соответственно, просто навелись и выстрелили. Там какие-то, по-моему, расчет АГС сидел. Расчет АГС, да, уничтожили? Да. Большой, молодцы. АГС такая штука очень мощная, там улитка, я не помню, 50, по-моему, да, ВОГов может вмещать в себя. 30, по-моему. Но там разные улитки, но в любом случае да, машина это очень мощно. Первая боевая задача сразу была успешной? Да, конечно. Как и все последующие или по-разному бывает? По-разному бывает. Иногда цель скрывается, иногда что-то мешает. Ну, а когда цель скрывают, как вы действуете? Мы же сами не видим, куда стреляем, мы артиллеристы. Нас с дрона корректируют. Они просто говорят, что цель скрылась от боя стрельбе, и все, мы маскируем орудие и... Откатываемся, да? Да. Ну, согласитесь, то, что вас с дронов корректируют, это значительно упрощает, да, Это да, сейчас это, действия? конечно. Гораздо лучше. Ну, а вот вообще вот минометный расчет, да? Вот артиллеристы хоть, какие-никакие, 3-5 километров, 10, по-моему, 10 не бьет миномет, да ведь? Нет. Но в любом случае... Смотря какой. Ну да, в любом случае пот артиллериста сохраняет кровь пехоты. Как ни крути. Благодаря вот таким бойцам, поэтому большое вам за это спасибо. Вы уже, сколько, получается, полгода в зоне СВО уже были? Год почти. Уже вот год будет почти. через полмесяца. Год ровно. За все это время ни разу не жалели о том, что подписали контракты и пошли добровольцем? Да нет, в общем-то, все устраивает. А что в зоне СВО вас вдохновляет и не дает там опустить руки? Когда в группу скидывают в нашу, в артиллерию фотки, то, что мы поразили цель, и пехотинцы наши, когда приходят, говорят тоже очень большое спасибо вам, ребята. Типа, молодцы большие, вот это прям... Ну, прям за душу зашибись. берет. Прям, да. Это здорово. Ну получается, что когда открывать огонь и когда его закрывать, вам говорят корректировщики? Да, не корректировщики, а старший начальник. Старший начальник работает с корректировщиками и отдает все команды. Для того, чтобы служить в огневом взводе, нужно иметь какие-то определенные качества, там, меткость или так далее? Это сейчас все дело техники? Нет, вообще То есть не просто обязательно. правильно Смотря всё кем ты выставить? служишь. Если номер расчета, вообще ничего не надо. Просто мину подносишь или там готовишь ее, и все, собственно говоря.
Если наводчик, то да, желательно хорошее зрение иметь, чтобы ночью тоже можно было наводиться по светлячку. Если командир расчета, то да, какие-то лидерские качества уже требуются для этого. Как в целом вообще вот с гуманитарным грузом? Вот доходит вот лично до вас гуманитарка? Да, конечно. Вот спасибо на самом деле большое людям, которые вот этим занимаются. Где-то половина всего имущества, наверное, ну, то, что мы в повседневной жизни используем, это вот гуманитарка с нашей малой родины, можно сказать. То есть и мед, и медные соты, кусочек да, и мед, и носки, башкирских и трав, трусы, и, да, и все вот это вот. кусочек нашей республики. Да, И все, что приходит, все нужно. да, конечно, ведь? конечно. А больше всего, чего ждете, что нужно там? Сладости. Сейчас, если честно, ждем коптеров на самом деле, потому что их не хватает. Ну, то, что расходный материал еще, так ведь? Ну да, Коптеры. их ребят постоянно сбивают, да. В зоне СВО сейчас одно из умений, которое необходимо, это умение быстро копать окопы, так ведь? Да, Вот. самое нужное. Да, и у нас есть небольшое видео из вашего личного архива. Давайте сейчас посмотрим его. Вот смотрите, как он дома не хочет работать, да, наверное? Дома копать не могу, да? Опа. А здесь пашет. А здесь вот, как экскаватор. Все уже, так сказать, научились быстро копать окопы? Все Да, приноровились? Ну, у всех есть дачи, у всех есть. Там большинство это выходцы из деревень и поселков, так что и так все умели копать, если честно. Здорово. И без учебки. Ну, вот, был такой интересный случай, что в одном из блиндажей вы нашли мексиканские деньги. Да. Как это получилось? Что это было за блиндаж? Это на самом деле нашли не мы, это нашла 3-я рота 1-го батальона. Ну, в любом случае, вы наши башкирские бойцы. Да, наш башкирский полк обнаружил эти деньги. Просто во время штурма зашли в блиндаж и обнаружили дальние купюры на столе, просто валялись, просто так. Но это далеко не секрет, на самом деле, что там наемники участвуют. Даже видео видел от наших коптерщиков, где танк подбивают с вертолета, и оттуда, короче, афроамериканец вылазит и убегает в траншею. Так Ну что... вот, то есть вы часто, да, сталкиваетесь непосредственно? Ну, не часто, но периодически, да, бывает. То есть это вот, скорее всего, наемники, да, Это из да, других наемники стран, из, да. которые приехали, так сказать, воевать Из иностранных ЧВК, да, Да, из называемых. иностранной ЧВК, воевать за нацистский режим, за режим Зеленского. Да, именно так. Все ясно. Но напрямую с пленными вы сталкивались или это все-таки другие подразделения? Напрямую я видел только 2 пленных, их просто мимо меня провели, и все, я с ними даже не разговаривал, ничего. Ну, выглядят точно так же, как наши, но это украинцы. Соответственно, были это не прям нацисты. не иностранные легионы. Ну, очень много видео, где показано именно такое очень доброе человеческое отношение наших бойцов к пленным. То есть, если брать ту сторону, да, они там этим далеко не отличаются, Это, а да, наши тоже всегда правда. по-человечески. Вот даже видео какое-то было, что пленный боится, да, и наш солдат ему даже руку пожал, чтобы немножко его успокоить. Это да, это правда, мы более гуманно относимся, чем они к нам, к сожалению. Но человеческий фактор. Вы сейчас находитесь в отпуске. Какие планы на него? Отдохнуть, пообщаться с семьей как можно больше. И, соответственно, опять же, с гуманитарщиками связаться, попросили. Ну, чтобы необходимое привезти с собой? Запросить, да, спецзаказ. Планируете вот то, что заказали, повезти с собой сам? Да, конечно, я даже с машиной уже договорился. Ну, то есть у вас еще и довезут со всем этим, там Да, встретят, конечно, конечно. Это замечательно. Это да. Что ж, мы желаем вам всего хорошего и удачи. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.